Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер. Давно не виделись. Я пришел вам рассказать некоторые новости. Буквально на днях Российская Федерация объявила меня иностранным агентом. Занесла и обновила свой реестр. Это сделало Министерство юстиции России. И объявила меня иностранным агентом. Я хотел бы сначала сказать, что в действительности я чуть шокирован и удивлен, потому что, во-первых, я являюсь гражданином Чеченской Республики Ичкерия. Вот мой паспорт. А также я не являюсь гражданином Российской Федерации. Я был когда-то гражданином Советского Союза. Кстати, этот паспорт выдан в Литве в то время. И также у меня, соответственно, был советский паспорт, так сказать, загранпаспорт, тоже с этой эмблемой советской. У меня никогда не было российского паспорта. Так вот, говоря об Ичкерии, о Чеченской Республике Ичкерия, являясь гражданином Чеченской Республики Ичкерия с того момента, когда мы заявили о независимости, о свободе от Российской Федерации. И хочу сказать, что эти ребята, которые там вписывали мое имя и фамилию, опоздали. Потому что надо это было делать в то время, когда они начали войну против моего народа. В 94 году, в 99 году, это войны Ельцина и Путина, объявив нас, всех чеченцев, в терроризме, объявив каждого чеченца, начиная от 10 кончая до 65 лет, террористами, и начали убивать нас. В то время это надо было делать. Надо было делать, когда они убили моего отца 8 марта 2005 года. В то время, в тот период, когда мой отец, мой президент моей республики, объявил приостановку боевых действий в одностороннем порядке. То есть нас, тех, которых назвали террористами, вдруг предлагают мир той стороне, которая нас убивает. Понимаете? Это русским не понравилось. И они его убили. Более того, они не вернули его тело, чтобы мы смогли его похоронить по-человечески, как того требует наша религия, наши обычаи чеченские, да любые обычаи любого народа. Они нам это запретили, сказав, что он являлся террористом, мы вам не выдаем тело. В России есть огромный опыт начиная от НКВД, ФСК, ФСБ, всех спецслужб России, как они умеют вешать эти ярлыки, убивать людей, сажать людей, давая всех видов статей разного Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот что я хочу сказать. Дело в том, что сегодняшние мои действия, моя работа, общественная деятельность, информационная деятельность, будь это по какой-то политической части, это все против России, против той страны, которая веками, несколько сот лет убивала мой народ. Вы думаете, что я буду любить Россию после всего этого? Вы думаете, что я хочу иметь такого друга и даже соседа? Нет. Я вам буду желать того, что мы испытали. То, что сегодня испытывает украинский народ на себе. От ваших варварских действий. Вот что я вам буду желать. Вот почему нас объявляют врагами, инагентами, террористами и вешают эти ярлыки на нас. Мы свободные люди. Мы те люди, которые скажем правду,
Мы те люди, которые будем бороться за правду. Мы те люди, которые не забыли свою историю, своих героев, и никогда никому не позволим что-либо говорить в адрес нашего народа, в адрес наших героев. И сегодня Украина, которая сопротивляется России, воюет. Вот. Мы поддерживаем эту страну, мы желаем им мира, мы желаем им свободы. Желаю, чтобы вы прочувствовали то, что прочувствовали мы. Чеченцы, грузины, литовцы, азербайджанцы, армяне, осетины, ингуши, сегодня украинцы, чтобы вы почувствовали эту боль. И так подкорректирую, скажу, я не говорю о русском народе, я говорю о вашей стране, о вашей политике, о вашем руководстве. Мне даже как-то жаль сам русский народ. Я человек справедливый. И ничего плохого не желаю русским на самом-то деле. Но ваше безразличие нас всех удивляет. Сегодня вы поддерживаете Путина, а Путин, если вы глаза чуть откроете, он добивает вашу страну. Нигде в мире эту страну не признают. Не признают. Это уже не рукопожатная страна получается со своим Путиным и другим командованием. Ладно вы, я больше беспокоюсь о своих чеченцах, братьях, сестрах. И хочу вот добавить вот в конце вот: помните свою историю, помните своих героев, которые отдавали свои жизни ради Всевышнего Аллаха, ради вас, ради всех нас. Вот, помните и не забывайте о них. Иншаллах, наступит день, когда справедливость восторжествует. А это герб моей страны. Пока мы живы, Ичкерия жива.